Здравствуйте, дорогие ученики! Добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы с вами будем разбирать темы и структуру вопросов, которые будут встречаться во втором туре Олимпиады Айконат. С самим форматом вопросов вы уже ознакомились, должны были ознакомиться в предыдущем видео наших, которые вы, если вдруг вы пропустили каким-то образом, можете ознакомиться, либо повторить, если вы уже знакомы. Там мы с вами уже разбирали эти 20 форматов вопросов. Мы как бы узнали своего врага в лицо, уже знаем, какого рода, какого типа будут вопросы. Если вам это интересно, то на сайте youtube.com набирайте Educon, либо Education Consulting. Выйдет вот такая вот страничка наша YouTube канала. Далее нажимайте на плейлисты. Плейлисты, вот третья кнопка. И, соответственно, перед вами выйдут вот такие три опции. Онлайн Айконат консультация, Айконат Олимпиада первый тур и второй тур. Соответственно, вам нужен второй тур. Нажимаете на него, и перед вами вылезет вот такая вот страничка. Здесь справа вы увидите любое видео, то есть множество видео, целый список. И английский язык, который вас интересует, можете здесь как раз таки увидеть, найти. Тут несколько видео, несколько вопросов, несколько форматов вопросов. Если интересно, там и повторите. Вот, например, вот тот вот. Это вот казахская версия. Алшын Телепеннин Олимпиадага дайындық. Соответственно, есть русская версия. Там дальше найдете. Так, а сегодня я бы хотел поговорить именно о темах, которые у нас выйдут во втором туре, и о структуре самого теста. Сколько вопросов, каким образом они расположены и так далее. Итак, начнем. Вот. Второй тур Олимпиады за 9 класс. У нас будут темы 1, 2 и 3 четвертей 9 класса. Если говорить о них более детально, то вот они. Желтым отмечены темы, которые были добавлены с недавних пор в обновленную программу нашего образования 9 класса. Вот. Ну а те, которые не выделены, они и так-то уже есть, они были и также присутствуют. То есть вам нужно будет повторить все эти темы для вашего же блага. Вот. Например, Simple Perfect Form – это Present Past, Future Perfect Tenses. Это тенсы, времена. Дальше всякие vocabulary на тему environment, charities, conflicts и так далее. Окей. Далее types of nouns. Новая тема, которая добавилась, это типы существительных. Какие могут быть существительные? Вам нужно будет выявить какие-то существительные. Например, существительные сложные. Например, исчисляемые, неисчисляемые существительные, единственное множественное число существительных, либо possessive case of nouns и так далее. Вот. Это все подразделение относится к этой теме, types of nouns. Это просто для примера. Если вам интересно, вы можете это видео поставить на паузу, можете скопировать, я на секундочку удалюсь, если нужно будет, либо скриншот сделайте, если вам интересно, конечно. И эти темы потом, соответственно, вы повторите. Вот. Давайте я заново все поставлю. Вот он, topic, term 2. Отхожу на секундочку. Вы наверняка уже сделали, записали. Вот. Дальше я поднимаю темы. Желтые особенно, пожалуйста, обратите внимание на желтые темы. В основном они будут встречаться. Так. Вот так вот, да. И третий term, вот он, третья четверть. Опять-таки, тут некоторые темы повторяются, если вы обратили внимание. Types of nouns, infinitives и другие vocabulary. Тоже отхожу. Надеюсь, успели. И дальше вот поднимаю, вот. Все. На этом, в принципе, все. Вот. Adjectives, comparative superlative degrees of adjectives и так далее. То есть это сравнительная превосходная степени прилагательных и наречий. Вот. Это темы. Сейчас мы посмотрим, как мы их распределили. То есть я хочу ознакомить вас с распределением. Распределение у нас выглядит следующим образом. Structure of the Айконат test number 2. То есть это второй тур Айконата, структура этого теста. Опять-таки, повторюсь, у нас некоторые вопросы
относится к level A, к level B и к level C. Всего 30 вопросов. Вот если вам видно, всего 30 вопросов. И из них 15 это уровня А, что, конечно, радует. 15 вопросов, как минимум, вы сделаете закрытыми глазами. А уровень Б это средней сложности вопросы от 16 до 25, то есть их 10. 10 вопросов у нас среднего уровня. И только 5 вопросов это наивысший уровень сложности, уровень С, относительно 9 класса, конечно же, программы 9 класса. То есть ученики, которые смогут ответить на эти 5 сложных вопросов, соответственно, и выбьются вперед. Они будут выделяться из общей массы, из общей толпы, так сказать, всех участников Олимпиады. Я вам желаю удачи и, как минимум, чтобы вы хотя бы ознакомились с этими темами. Окей? Давайте поговорим о них более детально. Например, Level A у нас такие темы, например, types of nouns, как я уже говорил, и у него формат вопроса будет классификация. Мы уже с вами разбирали этот формат. Вам нужно будет классифицировать, к какому классу, к какой категории относится это слово, либо существительное и так далее. Вам нужно будет определить это. Второй, например, compound and participial adjectives. Стоит отметить, что все вопросы расставлены таким образом, что они идут от легкого к сложному. То есть вот так вот идет. Это сделано специально, потому что нашей целью не является завалить вас, а мы хотим, чтобы вы по мере прохождения теста потихоньку вспоминали все ваши навыки, знания насчет английского языка и тем самым как бы избавились от стресса. То есть потихоньку, отвечая на легкие вопросы, будете потихоньку вспоминать, соответственно, свою уверенность приобретать. И, соответственно, ответите в конечном итоге на все вопросы. Я надеюсь, вам желаю удачи, конечно же. И вот, именно идем от легких, это типы существительных, это вот singular, plural, countable, uncountable и так далее. Compound and participial adjectives. То есть это у нас сложные прилагательные, либо причастные прилагательные. Опять-таки, я не буду забегать сюда, как бы углубляться в это все. И так-то прекрасно знаете. Кто не знает, пожалуйста, повторите вашу школьную программу, либо откройте учебники, откройте Google, как минимум, посмотрите, что такое compound, participial adjectives. Но мы их будем спрашивать в формате coding. То есть они будут у нас выглядеть таким образом. Coding. Давайте я, наверное, вам покажу, как выглядит coding. Вот, coding. Вот, например, вы помните, это у нас еще с первого тура вопрос, не вопрос, а образец. Вот coding, vocabulary, например, define the word, warning of imminent danger, и даются набор непонятных букв, из них нужно будет нам сделать какое-то слово, которого требует у нас задание. Вот warning of imminent danger, это будет alarming, okay? Alarming. Все эти слова можно, конечно, расставив, поставить. Некоторые из них существуют, некоторые не существуют, но нам нужно существующее слово, и плюс еще оно должно подходить по определению, которое у нас требуется. Okay? Вот это называется кодинг. Такого рода. Если вам интересно, либо вы подзабыли, пожалуйста, обратитесь, вернитесь к этому видео, опять-таки, вот тут вы увидите все видео, там все прекрасно объяснено. Если внимательно послушать, все будет понятно. А мы возвращаемся. Так. Так, далее. Под номером 3 у нас будет стоять, например, comparative degree of adverbs либо adjectives. Okay? То есть это сравнительная степень прилагательных или наречий. Odd one out. Вам нужно будет найти слово, которое будет выделяться от других каким-то образом. Вы это сами найдете. Это может быть исключительный прилагательный, исключительный наречие и так далее. Вам это, я так думаю, не составит труда ответить. Так, далее. Comparative superior degrees of adjectives, table completion. Там будет таблица, которую нужно будет дополнить. Таблица обыкновенная, простая. Очень вам легко будет сделать. Далее. Infinitives, gerunds, participles. Это вот наши неличные глаголы. Infinitive, gerunds, participles 1 and 2. Identification. То есть идентифицировать. То есть они будут даны у нас в предложении. В предложении будет выделено каким-то образом. И вам это слово выделено нужно будет
идентифицировать, что это, то есть что у нас стоит в этом предложении под этим номером, под этим, на этом месте. Это может быть, например, глагол to be, соответственно, это будет инфинитив, либо doing something или being there, he did something else, например. Это будет у нас уже деепричастие, participle one и так далее. Okay? Повторите эту тему, пожалуйста. Очень легкая на самом деле тема. Вам просто нужно определить. В основном они легкие там, конечно же, будут. Так, vocabulary, словарный запас на темы sport, hobbies, arts, qualities, качество. То есть описание человека будет. И они будут у нас в форме essential part. То есть выявить те слова, которые являются главной частью, либо general для всех остальных, okay? Которые более обширно в себя это вбирают. Следующий vocabulary on vacation, то есть отдых, travel, tourism, countries, nationalities, traditions and language. Okay? Language, то есть такие вот слова насчет путешествий, каких-то там, не знаю, традиций, национальностей, либо какие-то там указания, инструкций. И мы их спрашиваем посредством signs, то есть знаки, либо какие-нибудь объявления, рекламки. Okay? Там стенды, может быть, где-то на улице находятся. Либо это может быть на двери какого-то, на двери табличка, например, personnel only, for example, или only for gentlemen. Что-то вроде этого, окей? Это вы разберетесь, я так думаю. Очень простые слова. И самое главное, тут логика, конечно же, работает. Тут логически можно это все решить. Следующее. Vocabulary on environment, charities, conflicts. Здесь нужно description. То есть их мы будем спрашивать в виде дескрипций. То есть дается дескрипция, определение. И вам нужно найти, что подразумевается под этим определением. Окей? Тоже довольно-таки легкий вопрос. Легкий формат. Science, technology, опять-таки словарный запас на темы science, technology, mass media, news, internet. Здесь у нас будет reading for the gist. Reading for the gist. То есть маленький такой текстик, где вам нужно будет найти некоторые вещи, либо ключевые слова, либо охарактеризовать весь параграф, например, либо найти, подобрать подходящую тему, либо название этому параграфу, либо тексту. Okay? Reading for the gist. То есть найти основную идею какого-нибудь маленького отрывка. Дальше диалоги. Диалоги у нас очень простые. Guessing by context. Guessing by context. То есть обыкновенный диалог, это могут быть, опять-таки, повторюсь, это могут быть подружки, разговаривающие между собой, учитель с учениками или с учеником, либо интервью на работу, при приеме на работу, либо просто какие-то прохожие на улице, незнакомцы какие-нибудь, либо в магазине где-нибудь, окей? То есть это может быть любой диалог в любого контекста, в любом месте, любые люди. Вам нужно будет подобрать отсутствующие, не хватающие слова, либо предложения в диалоге, исходя от контекста, конечно. Исходя из контекста, вам нужно будет найти ту самую логическую цепь, okay? Которая оборвалась. Perfect tenses, то есть все перфектные времена. Это present perfect, past perfect, future perfect, perfect continuous tenses. Все эти перфектные времена, они у вас есть в программе, в школьной программе, поэтому они у нас здесь стоят в виде дефиниции. То есть вам нужно знать, как описать эти тенсы. Например, tense, который выражает действие, совершенное в прошлом, законченное, но при этом оно каким-то образом влияет на наше настоящее. Это, если вы смогли сейчас уже понять, это present perfect tense. Завершился в прошлом, но каким-то образом все еще влияет на наше настоящее состояние. Это present perfect tense. Okay? Вот такого, что-то вроде этого. Либо дадут дефиницию и дадут вам определенный список этих тенсов. Perfect continuous, past perfect, future и так далее. Нужно будет найти подходящий.
Так, future forms, будущие времена, logical deduction. То есть здесь логически нужно будет найти предложение, в котором есть намек на будущие действия. Okay? То есть, что в будущем произойдет. Там не будет прямых там will of, going to и так далее. Но есть другие обороты и структуры, либо тенсы, вроде present continuous или present simple, посредством которых можно выразить будущие действия. Okay? Вот, это future forms. Modal verbs, модальные глаголы, они практически никто не ошибается здесь, это легко. Should, следует, have to, shouldn't, have to и так далее. Вам нужно будет найти аналогию, то есть мы их спросили в виде аналогии. Аналогия означает похожие по смыслу. Okay? Похожие по смыслу, по контексту, может быть, по структуре. Вам найти нужно будет похожие на них модальные глаголы либо значения. Word formation, словообразование, multiple choice. То есть словообразование – это все части речи, например, существительное, прилагательное, глагол, наречие и как они между собой образовываются. Например, мы можем из существительного сделать, например, глагол, for example. Okay? Вот. И у вас будут, например, требовать найдите существительные, которые были образованы от глагола, либо наоборот, либо найти наречия, которые были образованы от прилагательного. Okay? Что-то вроде этого. Либо найдите суффиксы, которые относятся к, например, образованию прилагательных, например, okay? Прилагательных, либо глаголов, либо наречий и так далее. Вот, это все туда. То есть там будет несколько ответов. Если вы помните, с первого тура у вас еще это было уже. Multiple choice, там 1, 2, либо 3 правильных ответа может быть, и они будут под номером, под буквами А, Б, С, Д, Е. Okay? Сразу все 3 или все 2 правильных ответа будут под определенной буквой А, Б, С или Е. Д или Е. Okay? И последний, 15 уровня А, это time adverbials. Sentences, word order. То есть простые предложения, вам нужно будет определить правильно составленное предложение. Okay? Правильно составленное предложение. Например, I like cats. Например, мне нравятся котята, кошки. В данном случае это будет правильное предложение. Неправильным будет I cats like, например. Или cats I like. Это неправильно, потому что в английском языке есть строгая очередность этих слов в предложении. И вам нужно будет найти то самое предложение. Okay? По очередности. Вот. Это уровень A. Далее уровень B. Уровень B у нас все tenses, simple tenses. Okay? Simple tenses. Но они в данном случае будут выглядеть не простыми simple tensами, а совсем другой форме. То есть у нас логика simple tensов сохранилась. Это present simple, past simple, future simple tenses английского языка, но мы их спросили посредством unknown language. Unknown language – неизвестный язык. То есть вы должны будете знать структуру, логику английского языка, тенса, и попробовать проецировать его на незнакомый язык и попытаться найти логику этого неизвестного языка и понять, о чем идет речь. Okay? Там может быть существительное, либо какой-то глагол, не знаю, там какое-то действие происходит. Okay? Вам нужно будет это понять посредством, как сказать, свои каких-то знаний, может быть, английского языка, окей? То есть вы будете все это проецировать на новый язык. Вот. Вы уже, по-моему, встречались с этим языком. Он очень такой хитренький довольно-таки, но, с другой стороны, легкий. Если вы уже знакомы с ним, он для вас легкий. Если вы не знакомы, для вас он, соответственно, непонятный. То есть вы сейчас наверняка не понимаете, о чем я говорю. Поэтому возвращайтесь на видео, там все это есть. Пожалуйста, посмотрите, там эта логика объяснена. Okay? Phrasal verbs, фразовые глаголы в виде кроссворда. Это уже было у нас. Сложность здесь заключается в том, что, во-первых, нужно знать определяемый глагол фразовый, то есть какой от нас требует фразу глагол, там есть определение. Во-вторых, сложность, помимо знания, мы должны его найти еще, там такой вот кроссвордик есть, мы должны его найти там среди всех этих букв. И третья сложность, что некоторые глаголы, которые даны в
среди вариантов ответа, они будут очень похожи по смыслу. Okay? Но вам нужно именно выбрать то, которое там есть. Либо такой глагол, который подходит по описанию, по дефиниции, но как бы он отсутствует. Понимаете, отсутствует среди подходящих вариантов. Что-то вроде этого. Okay? Опять-таки мы это все уже с вами разбирали в видео. Prepositions in set expressions. То есть предлоги в устойчивых выражениях. Нам нужно matching, сопоставление. То есть сопоставляем, какой предлог подходит к какому выражению. Pronouns, местоимения. Из них relative, demonstrative, indefinite, quantitative, reflexive и так далее. То есть мы эти местоимения решили спросить посредством error finding. То есть вы должны будете найти в одном параграфе либо в одном предложении найти местоимение, которое было употреблено неверно, okay? С грамматической точки зрения. То есть вы должны настолько владеть этими местоимениями, что прям должны найти где-то что-то тут не то, какая-то нестыковка, не звучит, как-то странно выглядит и так далее. Okay? На первый взгляд, возможно, вам покажется все нормальным, вы не найдете его, но вам придется найти, потому что вы должны местоимение точно знать. Например, проблема у нас основная с indefinite, например. Indefinite, вот, неопределенные местоимения. Это neither, no, every, some, any и так далее. Вот с ними проблема бывает. Где какое местоимение должно было бы стоять, на самом деле, это очень можно легко запутаться. Поэтому повторите, пожалуйста, местоимение. Так, passive voice. Страдательный залог, либо пассивный залог. Здесь опять-таки multiple choice. Дается предложение с пропуском. И там должны были мы вставить глаголы, которые подходят по смыслу. Это может быть passive, present passive, future tense какой-нибудь, либо перфектное время, либо past, прошедший passive. Okay? По смыслу и по грамматике все должно подходить. Все подходящие под какой-нибудь буквы A, B, C, D, E находятся. Relative clauses и sentences. Это предложение. Опять word order. Опять-таки порядок слов в предложении, но они должны уже стоять более, как сказать, это более длинные предложения, они немного более сложнее, чем уровень А. Okay? Поэтому мы отнесли их к уровню Б. Довольно tricky, сложненький, такой хитроватый тип вопросов. Будьте осторожны. Conjunctions. Союзы. Sequence of tenses. Союзы, нам нужно будет вставить союзы, исходя из согласования времен. То есть согласование времен – это когда у нас начало предложения стоит в определенном тенсе, и продолжение его, соответственно, должно соответствовать ему. Понимаете? То есть если это present, то продолжение тоже должно быть одним из present. Present perfect, present simple, present continuous. Никакие не future, никакие не past. Okay? Либо наоборот, если past началось, соответственно, каким-нибудь из past должно продолжиться. Вот это называется sequence of tenses. Если вы забыли, пожалуйста, повторите. Вот. И, соответственно, conjunctions там будут нести прямую как раз таки роль нести, логическую. Соединять эти две части предложения. Так, first and second conditionals, в основном первый и второй типы будем спрашивать условных предложений. Опять-таки у нас тут они matching, то есть у нас идет, сопоставление. С левой стороны у нас будет, например, первая часть условных предложений, с левой стороны вторая часть условных предложений. Мы должны будем их сопоставить. Во-первых, по грамматике, во-вторых, по смыслу. Okay? Средней сложности вопрос. Так, subjunctives. If only I wish. Здесь у нас completion. То есть subjunctive это относится к теме conditionals. Повторите, если не знаете. Subjunctive 1 и subjunctive 2, их два типа. Вот. Они будут начинаться на if only или I wish, и далее вам нужно будет просто закончить предложение согласно грамматике, согласно смысла. Okay? Вот. Это completion. Там завершить предложение за них, короче. И reported speech это
косвенная речь. Indirect либо reported speech. Sequence of tenses. Вам просто нужно будет direct sentence перевести в indirect sentence. Либо наоборот, indirect перевести в оригинал, в direct, okay? В прямую речь. Вот, это все B. Ну и C, наконец-то мы дошли до тех самых, которые будут выявлять наиболее из вас таких, как сказать, одаренных, да? Наиболее способных учеников в английском языке. Это тексты, обратите внимание, 1, 2, 3, 4. 4 вопроса все относятся к тексту. Они более или менее связаны, тем или иным образом связаны с текстами. В первом тексте у нас odd one out. Дается текст, параграф. Из них нужно будет нам выделить, выявить предложение, которое выбивается из общего ряда, из общего смысла, из контекста, из общего течения мыслей. Понимаете? Это может быть выбиваться посредством тенса, времени. Все идет в каком-то present simple tense, а это предложение вдруг оказалось в пасте, например, okay? Либо в будущем оказалось. Что-то вроде этого. Либо говорится, мысль идет о каком-то предмете, и вдруг в одном предложении, это может в начале, может быть в середине, либо в конце параграфа, идет речь совсем о другой стороне этого предмета, либо косвенно касается этого предмета, понимаете? В этом смысле она уже будет выбиваться из общего ряда, поэтому вам нужно будет отнестись очень серьезно к этому вопросу. Это нужно очень тонко чувствовать предложение, очень тонко чувствовать английский язык и контекст, соответственно. В 27-м вопросе paragraph completion, то есть вам дадут опять-таки параграф, где-то в середине, либо в начале, либо в конце будет отсутствовать одно предложение. Это немножко еще сложнее, потому что все варианты, которые вам предложат, А, Б, С, Д, Е, они так или иначе будут связаны с этим. То есть они будут очень подходящими, прям все. У вас, возможно, даже закипят мозги, вы скажете, как их определить, они все подходят. Но опять-таки, тут ключевое слово sequence of tenses. Я даю вам подсказку. Sequence of tenses – это согласование времен. То есть, исходя из согласования времен, вам уже будет легче найти то самое предложение, которое следует вставить. Okay? Которое там, как сказать, именно вырвано из этого параграфа. Потому что все остальные варианты, они подходят тоже, но не по тенсу, а по логике, по смыслу они подходят. Okay? В этом и сложность заключается. То есть, опять-таки, требует очень тонкого распознавания чувства английского языка. Текст на 28-й, jumbled letters. Они уже, в принципе, я вам уже ознакомливал с этим типом вопросов в видео. Посмотрите, пожалуйста, в первом туре этого не было. Во втором это есть. Jumbled letters, перевернутые буквы. То есть дается маленький короткий текст, где все буквы перевернутые, между собой смешанный, перемешанный, кроме первой и последней. Okay? Первый и последний стоят на своих местах, все остальное внутри полная каша. Okay? Такое задание, оно проверяет знание этих слов, то есть весь текст прочтет без проблем, без запинки, даже кто-то не заметит этого, что он, оказывается, читает смешанные слова. Если человек действительно знает эти слова, очень бегло читает, он много читал до этого, okay? И для него никакой проблем не создаст это задание. Этот уровень относится к уровню C, и он относится, то есть сложность этих текстов соответствует 9 классу. То есть ничего там сверхсложного, не замудренные слова, какие-то термины, простые какие-нибудь предложения. Okay? Jumbled letters. Соответственно, если вы эти знаете слова, вы сможете понять, о чем текст. Соответственно, следующие вопросы, там 5 вопросов вроде бы, сможете без проблем ответить. Вопросы очень простые. Например, кто это сделал, что произошло потом и так далее. Вот. Вам нужно будет просто определить. 29-й, logical deduction. Дается текст, очень внимательно прочитать, примерно воспроизводить в голове, либо можете там же на бумаге рисовать, делать маленькую таблицу, как вам удобно, как хотите. Главное, чтобы не запутаться. И ввести логику по инструкции. Okay?
и найти там определенные слова. То есть это логически нужно определить. И последнее, графика, анализ. Анализ графики. Дается какой-нибудь, какая-нибудь графика, чарт, pie-чарт, может быть, таблица какая-нибудь. И вам нужно просто ее проанализировать, четко объяснить. Вот. Примерно это будет выглядеть вот таким образом. Вот, types of nouns, classification, A, B, C, D, E. Номер 2, compound participle adjectives, coding и так далее. Вот так они выглядят. B и C, вот они. Passages, text, jumble letters, paragraph and logical deduction. Analysis номер 3, номер 30 и end of test. End of test, окей? Ну и те самые вопросы, которые мы с вами уже разбирали в видео, вот они. Coding, например, вот так вот будет выглядеть. Идентификация, морфология относится, вот. Выделенное слово slowly, вы должны будете определить это так as adverb. Легко, да? Там я уже говорил, может быть infinitive быть, может быть participle, либо adjective, noun и так далее. Классификация. Odd one out. Odd one out означает выбивается из ряда, то есть является лишним в этом списке. Okay? Лишним здесь является, посмотрите, пожалуйста, видео. Вот тут у нас honest. Почему? Это все видео объясняется. Так, аналогия. Аналогия. Ну, нужно вам найти логику аналогии и, соответственно, найти правильный ответ. Okay? Use of dictionary, use of dictionary, он возможно и будет, возможно и нет, потому что это слишком легкий вопрос, потому что, ну вот, как видите, да, можно, это просто проверяет, насколько вы владеете, как сказать, способностью работать со словарем. Ну и логика, конечно. Multiple choice, вот он. Несколько ответов могут быть правильными. Быть, например, в этом вопросе это 1, 4 и 7. 1, 4, 7. И все они под номером D. Под выбором опции D его отмечаете. Дескрипция. Finding image. Найти какой-нибудь рисунок, который вам описывается. Вот он. Что тут описывается, вам нужно найти. Что у вас требуется. В данном случае это bowl, миска. Так, вот они сам science, какие-нибудь там знаки, туда-то ходить, там-то находится что-то, там в 100 метрах что-то там, повернуть налево или поворот налево запрещен и так далее. Вам нужно это все четко разбираться. Okay? Сложность заключается в том, что тут очень кратко, лаконично все описано. Пару слов буквально, и вы должны понять, что имеется в виду в этих знаках. Дальше word order, вот определенное как сказать, расположение слов в предложении, нахождение этих ошибок, matching, вот они вам нужно будет сопоставить. В данном случае у нас set expressions, устойчивые выражения. Потом диалоги, в данном случае это у нас диалог в виде WhatsApp, да, то есть диалога WhatsApp. Кто что сказал, и тут message was deleted, и нужно найти, что там стерли. Okay? Что там было стерто, что там такого стыдного было, или по ошибке отправили. Ну, нам нужно это найти по контексту. В этом вопросе это ответ Е. Дальше, advertisement, ну тут такой текстик, нужно будет найти некоторые слова, о котором идет речь, либо слова, о которых не было речи. Okay? Это легкое все. Вот он, тот самый кроссвордик. Можно будет и так читать. То есть давайте я покажу. Вы можете вот так читать. Можете вот так читать. Вот так можете. То есть вниз. Так. Либо наоборот вверх. Okay? Либо вот так вот влево. Это все может быть. Либо вот так идет по диагонали. В любом положении слова существуют, и вам нужно, во-первых, его найти. Во-вторых, вот тут некоторые слова, они очень похожи, но именно одно только из них, хоть они похожи, синонимичны, только одно из них есть скрыто в этой таблице. Окей, вам нужно его найти. Так. Угу. Вот задание, вот to admit one's inability to do something. Это просто пример, соответственно, он не будет в Олимпиаде. Поэтому это просто пример.
Unknown language, вот он дается непонятно. Kato belza означает black cat. Kato grisak означает grey cats во множественном числе. Sakur belzak means black dogs. Соответственно, вам найти нужно grey domestic dogs. Исходя из этого, вы должны будете определить логику и выявить то слово, которое тут было заключено, то есть загадано, в новом непонятном языке. Это задание проверяет ваши способности изучать новые языки, насколько вы быстро сможете обучиться новому языку, насколько вы способны обучаться. Очень важное качество. Далее, jumbled letters, то самое, перевернутые буквы. Смешанные буквы, вот они. Но очень на самом деле легко читать. I couldn't believe that I could actually understand what I was reading. According to research at Cambridge University, it does not matter in what order the letters in a word are. The only important blah blah blah. То есть легко прочесть, если знать эти слова. Если не знаете, соответственно, проблема будет в этом. Поэтому вы должны, конечно, владеть довольно-таки богатым словарным запасом. Желаю вам удачи, конечно. Далее будут такие задания, на которые следует отвечать по тексту. Unsuitable sentence, тот самый. Из этих 5 предложений одно из них выбивается из ряда по той или иной причине, по той или иной логике. Вам нужно найти ее самим. Так, графика. Вот графика. Например, тут идет какая-нибудь схема, какое-нибудь действие. Процесс идет изготовления кирпичей. Вот, несколько степов, несколько шагов. Вот они, процедуры. Вот так вот это охлаждение. И дальше уже отправка, доставка этого материала. И там, соответственно, какие-то вопросы будут согласно этого процесса. Вот он. True statement или wrong statement, false statement. Неправильное, верное утверждение, неверное утверждение. Анализ, вот он, графика. Вот, например, это просто пример. Графика. Вот у нас в Тамгалы, ущелье Тамгалы, у нас есть вот такие вот картинки, например. Sunheads, zoomorphic beings, вот они. И когда они появились, вот тут у нас есть, вот они, Middle Bronze, Late Bronze Age, Iron Age и так далее. Когда что появилось, вы будете просто сравнивать, что раньше, что позже, что вместе с ним, о чем тогдашние народы того времени уже знали и так далее. Вот это вам нужно будет анализировать по-своему, какие-то умозаключения делать из этого рисунка, сравнивать в голове, хоть тут и не написано об этом напрямую, но вы должны будете сами это все выискивать, находить. Ну и последнее, logical deduction, вот тот самый reasoning либо inference, умозаключение, reasoning либо дедукция, логическая дедукция. Это задание я уже объяснял, как это решать примерно. Рисуйте таблицу. Видео это есть, посмотрите, пожалуйста, если есть время и желание. Вот. The 5 women, София, Гюрим, Май, Амалия и Лиза, live in 5 different districts of Almaty City. И так далее. Кто где живет, кто кем работает и так далее. Вам нужно это все логически вычислить, исходя из этой инструкции. Так, ну вот ответ. Ну, надеюсь, я смог прояснить некоторые темные стороны этого второго тура. Если будут вопросы, конечно же, можете нам писать в группу, на канал, либо напрямую через ваших кураторов Айконат. Мы с удовольствием ответим по возможности на ваши вопросы. Ну а я вам желаю удачи, подготовки. До скорой встречи. До свидания.